Вурнарский район. Развитие району и одноименному поселку дала железная дорога, которая была построена в начале прошлого века, соединив Москву и Казань. С 1918 года вокруг ЖД-станции стали появляться первые жилые дома, а сейчас Вурнары – это поселок городского типа. В 1930 году был открыт фосфоритный завод, который в годы Великой Отечественной войны начал выпускать продукцию для фронта. Сегодня это одно из градообразующих предприятий с мировым брендом. Еще одно из старейших предприятий – мясокомбинат, продолжающий действовать по сей день, являясь эталоном качества. Гордится район своими выдающимися земляками. Герои СССР, участники Великой Отечественной войны, герои соцтруда, герои спорта, деятели культуры и искусства. Мировую известность своей малой родине принесли Максим Дормидонтович Михайлов, народный артист СССР, солист Большого театра, Праскевити, заслуженный художник России, полотна которого выставлялись по всему миру. Мы встречаем Ибресинский район. Молодой поселок Ибреси, заложенный как железнодорожная станция в конце 20 века. Сегодня Ибреси – это поселок городского типа. Природа района определила во многом экономическо-промышленное развитие территории. Уже в 1894 году со станции Ибреси в сторону Москвы, Петербурга и других городов России пошли вагоны с тысячами пудов хлеба и леса. В конце 1941 года рядом с поселком расположилась воинская часть, ставшей базой для летной школы тренировочного обучения, перебазированной из Подмосковья. В этой школе после тяжелого ранения в начале 1943 года восстанавливал умение летать без ног старший лейтенант Алексей Петрович Моресьев. Гордится район своими земляками. Ученый, просветитель Макар Евсеев, герой Советского Союза Степан Илларионов, герой Российской Федерации подполковник Леонид Сергеевич Константинов, чувашские писатели Семен Эльгер, Николай Таветкел, заслуженные художники Чувашской Республики Немцев Виктор и Алексеев Георгий, профессор, пятикратный чемпион России по баскетболу Александр Башминов. Приветствуем Канашский район. Свою историю Канашский район в составе Чувашской Республики ведет с 1927 года. Однако в исторических архивах имеются записи конца 17 века о крупных поселениях района Шиказаны, Нюргечи, Атнашево. В 1914 году на территории района началось грандиозное строительство. Арочный виадук, железнодорожный мост, который стал на тот момент вторым по величине в Европе железобетонным сооружением. В период Великой Отечественной войны мост был объектом стратегического назначения. В нему шли эшелоны с боевыми припасами, производственным оборудованием. Сегодня это одна из главных туристических достопримечательностей. Вписали свои имена в историю страны уроженцы Канашского района Михаил Сеспель, первый ракетчик «Катюши» Дмитрий Матвеевич Матвеев, генерал-лейтенант Герой России или просто маэстро Николай Федорович Гаврилов. Гордимся наследием самобытных художников Анатолия Митова и Петра Чичканова. А мы встречаем Козловский район. Козловский район начинает свою историю с 1927 года. Однако имя, выгодное географическое расположение, первые упоминания о населенных пунктах встречаются в архивных документах 16 и 17 веков. В дореволюционный период Козловка славилась яичной, хлебной, лесоплавной пристанями. Отсюда товар отправлялся в Москву, Санкт-Петербург, Европу. Здесь, в живописном месте на берегу Волги, 17 лет в своей усадьбе прожил создатель новой геометрической системы Николай Иванович Лобачевский. Крупнейшим промышленным предприятием города является Козловский комбинат автофургонов, основанный в 1932 году. В годы войны на территории предприятия работал эвакуированный завод номер 494 Наркомата авиационной промышленности, производивший санитарные самолеты для передовой. Гордость района – его люди. Уроженцами Козловского района являются писатели Марфа Трубина, Иван Башки, заслуженная артистка Ольга Эрзель, заслуженные народные артисты Чувашии, чемпионы мира Кириллов Сергей, Чернов Бронислав. Мы встречаем Комсомольский район. Комсомольский
Посадский район образован в 1939 году. Село Большие Кошелеи было переименовано в Комсомольское в память о первых комсомольцах. Богатые плодородные земли района стали главным ресурсом, гордость района, агрофирма «Слава картофелю». Жители района по праву гордятся героями Советского Союза. Проставили свою малую родину писатели Лаврентий Таллеров, Денис Гордеев, Хведер Агивер, чемпионки СССР Вера Чернова, Тамара Краснова, вице-адмиралы Василий Петрович Разумов, Владислав Алексеевич Ильин. Мировую известность принес чемпион 11-х зимних Олимпийских игр, рекордсмен мира по лыжным гонкам Воронков Владимир. Приветствуем Красноармейский район! Красноармейский район был образован в 1935 году и до 1940 года назывался Траковским. Но история района началась намного раньше, она уходит далеко вглубь веков. Старинные предания рассказывают о великом чувашском богатыре Уби-Батыре, который обосновался на берегу Большого Цевеля и стал надежным защитником этих земель. Легенда о богатыре нашла свое отражение в гербе района в виде боевого шлема. Значительный экономический вклад в развитие республики вносят ведущие предприятия района: линейно-производственное управление магистральных газопроводов, «Газпром Трансгаз Нижний Новгород», завод строительной керамики «Кетра». Гордится Траковская земля автором герба и флага Чувашской республики и столицы Чувашии, народным художником Чувашии Элли Юрьевым, выдающимся композитором Филиппом Мироновичем Лукиным, народным поэтом Чувашии Юрием Семендером. Встречаем Красночитайский район. Район образован в 1927 году, сплотив вокруг самого крупного села Красные Читаи малые села и деревни. Свой вклад в Великую Победу внесли красночитайцы. Это герои Советского Союза Алексей Романович Логинов и Иван Васильевич Индриков. Первыми опробовали боевую мощь легендарной «Катюши» уроженцы Красночитайского района, служившие в знаменитой зенитной батарее. Достойный вклад в развитие живописного искусства внес народный художник Чувашской республики Анатолий Данилов. Более 10 лет сельскохозяйственный производственный кооператив «Коминтерн» под руководством заслуженного работника сельского хозяйства России и Чувашии орденоносца Альбины Новиковой неизменно занимает место первой пятерки среди крупных агрохолдингов Чувашии. Мы приветствуем Мариинско-Посадский район. Район образован в 1927 году, объединив вокруг города Мариинский Посад селение Чебоксарского уезда. Однако первое упоминание о большом селе Сундырь на берегу Волги относится к 17 веку. Именно здесь, на живописном Волжском берегу, трапезничала Екатерина Великая во время путешествия по Волге. В память о ее визите высокий утес получил название Государева гора, а в 1856 году указом императора Александра II село Сундырь получило новое название Мариинский Посад в честь супруги императора Марии Александровны. Здесь жил и учился Никита Яковлевич Бичурин. Это родина дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта номер 3 Андреяна Григорьевича Николаева, олимпийской чемпионки по спортивной ходьбе Елены Николаевой, первого президента Чувашской республики Николая Васильевича Федорова и заслуженного художника Российской Федерации, народного художника Чувашской республики Анатолия Петровича Рыбкина. Приветствуем Маргаушский район. В Чувашии на ее северной части расположен Маргаушский район. Район образован в 1944 году. Уникальная природа стала достоянием этих мест. Здесь растет 350-летний старейшина дубов, памятник живой природы. Здесь единственный в республике каскад водопадов. Здесь хранит легенды самое глубокое озеро Сюткюль. Гордится район своими земляками. Никольский Николай Васильевич, доктор исторических наук, этнограф, филолог, первый чувашский профессор. Евтихий Андреевич Андреев, герой социалистического труда. Егорова Валентина, олимпийская чемпионка. Васильев Федор, композитор, заслуженный деятель искусств Чувашии и России. Громкими аплодисментами приветствуем Порецкий район.
400 лет стоит на крутом берегу Суры село Порецкое, которое стало в 1927 году административным центром Порецкого района. Историческое поселение обосновали сосланные Годуновым бояре и купцы в 1591 году. Богатые природные ресурсы стали основой экономики края. Корабельный лес, пушнина, сурская стерлядь поставлялись в Москву и Санкт-Петербург. Суровые годы Великой Отечественной войны не прошли без следа. Райор выдавал рекордные урожаи, трудился на строительстве Сурского рубежа, принимал и размещал эвакуированных из Москвы и Ленинграда. 18 уроженцев района имеют высокие воинские звания, контр-адмиралы и генералы. 8 присвоено звание Герой Советского Союза. Прославили свою малую родину великий русский ученый с мировым именем академик Алексей Крылов, поэт Иван Мятлев, заслуженный художник России, народный художник Чувашии Николай Карачарсков. Одна из главных достопримечательностей Поречья – православный комплекс, построенный в середине 19 века, Троицкий храм и 60-метровая колокольня, парящая над сурскими просторами. Мы встречаем Урмарский район. Рождение поселка Урмар и его жизнь в прошлом и настоящем связаны железной дорогой от Москвы на восток с образованием в 1893 году станции Урмары. На сегодняшний день Урмары – это поселок городского типа. Гордится район своими выдающимися земляками, героем Советского Союза Анатолием Казаковым, полным кавалером Ордена Славы Павлом Порфирьевым, чемпионом 19-х летних Олимпийских игр по боксу Валерьяном Соколовым, двукратным бронзовым призером Олимпийских игр по легкой атлетике Татьяной Архиповой, народным художником России Ревелем Федоровым, народным писателем Чувашии Василием Алиндеевым. Приветствуем Цивильский район. В 1927 году город Цивильск стал административным центром одноименного района. Основанный более 400 лет назад, город был торговым и культурным центром. Цивильск – родина многих известных меценатов, братьев Курбатовых, купца Толмачева. Много преданий связано с Казанским трактом, Степаном Разиным и Емельяном Пугачевым. Тихвинская ярмарка собирала торговцев со всей страны. Сегодня район продолжает расти, ведется интенсивная застройка новых микрорайонов, строятся детские сады, школы. Цивильская земля гордится своими уроженцами, героями Советского Союза и социалистического труда. Восхищается Чувашия талантом Аристарха Орлова-Шузьм, Федора Павлова, спортивная гордость района Олимпиада Иванова, чемпионка мира и Европы, серебряный призер Олимпийских игр по спортивной ходьбе. Мы приветствуем Чебоксарский район. Чебоксарский район – один из самых больших районов республики. Был образован в 1927 году. Главные транспортные маршруты страны во все времена проходили через территорию района. В годы Великой Отечественной войны на территории района были размещены эвакуированные из Москвы и Ленинграда социальные учреждения. При военкомате проходил обучение младший командирский состав, связисты и медсестры. 75 наших уроженцев района стали героями Советского Союза. Гордится Чебоксарский район своими выдающимися людьми. Ученым-востоковедом, членом Российской академии наук Никитой Яковлевичем Бичуриным, вышивальщица Мария Симакова, художники Владимир Мешков, Валерий Семенов, Юрий Матросов, Александр Астраханцев, композиторы Юрий Илюхин, Герман Лебедев, ученые Михаил Сироткин, Иван Азюков, талантливые актеры Борис Алексеев, Иван Иванов. Мы приветствуем Шимуршинский район. Шимуршинский район расположился в самом заповедном уголке Чувашии. Здесь раскинулся национальный парк Чуваш-Вармани, уникальный природный комплекс памятников природы и истории. Первое упоминание о селениях района датируется 17 веком. Шимуршинцы гордятся своими знаменитыми земляками, героем Советского Союза Виталием Уруковым и героем России Олегом Долговым, кавалером Ордена Славы 3 степеней Елисеем Афанасьевым
первым народным писателем Чувашии Ильбеком Мигулаем, первым ректором Чувашского университета, профессором Семеном Сайкиным, народным артистом СССР, главным режиссером Чувашского академического драмтеатра Валерием Яковлевым, заслуженным артистом Мефодием Денисовым. Приветствуем Шумерлинский район. Шумерлинский район образован в 1935 году. В 2020 году отмечает 85-летний юбилей. Он располагается в уникальном месте междуречья Волги и Цуры в течение могучих дубрав. На территории района обнаружено более 15 археологических памятников. В старинном селе Хадары вот уже более 200 лет функционирует храм Покрова Пресвятой Богородицы, который признан памятником архитектуры. Главное богатство района – это люди, среди которых герой Советского Союза Иван Поляков, герой социалистического труда Нина Иванова, олимпийский чемпион Валерий Ярды, композиторы Юрий Кудаков, Алексей Машуков, заслуженный художник Чувашской АССР Петр Сизов, писатель Иван Ундрицов, народная артистка Чувашской Республики Августа Уляндина. Встречайте громкими аплодисментами Ядринский район. История Ядринского района, а ранее уезда, насчитывает многовековую историю. Новый этап развития ведется от 1927 года. Ядрин был основан по указу Ивана Грозного как город-крепость для обороны границ государства. Мужество, патриотизм во все времена были в чести у жителей. За храбрость и отвагу во время отражения набегов Емельяна Пугачева на город Екатерины Великой 6 купцам были дарованы серебряные ковши как символ высшей награды. Это родина создателя словаря чувашского языка, выдающегося тюрколога Николая Шмарина, народного артиста СССР Николая Мордвинова, историка, этнографа Василия Магнитского, первой чувашской киноактрисы Тани Юн, почетного гражданина Чувашской Республики, председателя колхоза «Ленинская искра» Аркадия Айдака. Встречаем Яльчикский район. Район образован постановлением Президиума в ЦИК в 1927 году. Однако в архивных документах встречается информация о поселениях на этих плодородных землях в 15-16 веках. История района богата. В годы Великой Отечественной войны жители района как на фронте, так и в тылу проявили мужество и храбрость. Гордостью района являются олимпийцы Ардалион Игнатьев, Владимир Андреев, Юрий Ильин. В 2020 году юные хоккеисты Яльчикского района впервые в истории Чувашской Республики заняли первое место на всероссийских соревнованиях по хоккею «Золотая шайба» среди сельских команд. Мы приветствуем Янтиковский район. Янтиковский район образован в 1935 году с административным центром в селе Янтиково, история которого насчитывает более 400 лет. Главное богатство района – это знаменитые земляки. Среди них Николай Афанасьев, герой Советского Союза, Василий Воробьев, композитор, заслуженный деятель искусств Чувашии, Николай Казаков, композитор, заслуженный деятель искусств, Вера Кузьмина, народная артистка СССР, Георгий Новиков, генерал-майор медицинской службы, живописцы Никита Сверчков и Моисей Спиридонов, заслуженный деятель искусств России, народный артист России Морис Еклашкин, руководители ведущих предприятий Чувашской Республики Валерий Иванов, Елена Бадаева и многие другие. Мы приветствуем город Алатырь. Алатырь – один из старинных русских городов, сыгравших важную роль в истории Среднего Поволжья. Город возник в 1552 году как пограничная сторожевая крепость на юго-восточных границах российского государства. Имена многих алатырцев овеяны славой и известны всей России. Герой войны 1812 года Петр Кикин, скульптор Степан Эрзя, конструктор Алексей Судаев, летчик
герой Петр Макаров, космонавт Муса Манаров. За 500-летнюю историю города Алатырь насчитывает 93 объекта культурного наследия. Центром паломничества в Чувашии является Алатырский Свято-Троицкий мужской монастырь с уникальной, более 80-метровой колокольней. Мы встречаем город Канаш. Будущий город был основан в 1892 году как ЖД-станция на новом участке дороги и носил название Шихраны. С этого времени начинает свою летопись железнодорожная столица Чувашии. Один из ключевых образов Канаша связан с крупным транспортным и машиностроительным центром, вагоноремонтным заводом, который дополняет промхолдинги «Промтрактор-вагон», Канашский автоагрегатный завод. Велик вклад в победу каждого, кто шел в бой и кто трудился в тылу. Перестроив производство, коллектив вагоноремонтного завода в годы войны неоднократно завоевывал переходящее красное знамя Государственного комитета обороны и Совета министров СССР, которое после победы было оставлено предприятию на вечное хранение. За военные годы здесь было построено и отправлено на фронт 6 бронепоездов, 49 отремонтировано. Сегодня Канаш – это современный развивающийся город. Приветствуем город Новочебоксарск, самый молодой город нашей республики. Город построен благодаря энтузиазму, самоотверженному труду романтиков больших строек, приехавших из всех республик и областей огромной страны на строительство химического комбината и Чебоксарской гидроэлектростанции. Гордятся горожане своими земляками, героями социалистического труда, участниками Великой Отечественной войны. Город славится талантливыми людьми, мастерами спорта, выдающимися артистами. Мы встречаем громкими аплодисментами город Шумерля. Своему рождению город Шумерля также обязан железной дороге Москва-Казань, где в 1916 году была заложена станция, которая в будущем выросла в красивый город. Промышленный рост города начался в 20-е годы прошлого столетия. Начал работу крупный завод «Большевик». Следующей стройкой стал деревообрабатывающий комбинат. В военное время все шумерлинские предприятия срочно перестраиваются на выпуск оборонной продукции. Комбинат автомобильных фургонов начал выпуск самолетов Як-6, У-2, По-2, десантные планеры Г-1 и кузова-фургоны. А в 1943 году началось строительство завода комбайновых деталей. Ведущей отраслью машиностроительная отрасль. Шумерлинский завод специализированных автомобилей. Это ведущее предприятие страны по производству сложной специальной техники для оборонно-промышленного комплекса России и гражданского сектора. Комбинат автомобильных фургонов. Лидер на рынке специальной автомобильной техники, производимой для железнодорожной, нефтегазовой и строительной отраслей. Приветствуем город Чебоксары, столица Чувашской республики, город Чебоксары, город на Волге, дважды признанный самым благоустроенным городом страны среди столиц регионов по оценке правительства Российской Федерации. Чебоксары – город героев и победителей, выдающихся представителей науки, культуры, спорта и государственных деятелей. Навсегда вписаны в историю нашего города легендарный начдив Василий Чапаев, конструктор Арон Бреслер, герой социалистического труда Святослав Федоров, народная артистка СССР Надежда Павлова, чемпион Олимпийских игр, заслуженный мастер спорта СССР Валериан Соколов. Эти имена для многих поколений чебоксарцев будут служить примером триумфа силы духа, таланта и целеустремленности. Чебоксары – город, устремленный в будущее! И еще раз приветствуем все районы и города Чувашской республики! Наши предки вместе создавали, а мы вместе развиваем на благо будущего любимой Чувашской республики!
На сцену приглашается временно исполняющий обязанности главы Чувашской Республики Олег Алексеевич Николаев. Слово предоставляется временно исполняющему обязанности главы Чувашской Республики Олегу Алексеевичу Николаеву. Хакларанда хаклы тусем, юлдашсем, шак илемле, теленмеле паратра худшынаганзем, паенги парада курма килне ханазем, кураганзем, сире пурнеде баян шак пызык залда, чундан шерерин саламладып. Паян эбер сиренбе Чуваш автономии, Паян эбер сиренбе Чуваш автономии шержул турдан ятпа марафон зень мероприятий зене пушлатпар. Езер пурде бледеренде шагуяв Россия Федерации жайынже палыртна ябала. Меженде зень шагуяв зене интересте Россия Федерации президенте Владимир Владимирович Путин ядарлаза указ Алыбуса Череплетня. Дорогие друзья, участники сегодняшнего великолепного, замечательного, фееричного парада, зрители, гости, я с огромным волнением, воодушевлением и с гордостью приветствую вас сегодня в этом замечательном зале. Мы с вами сегодня начинаем марафон мероприятий, посвященных столетию чувашской автономии. И все мы с вами прекрасно знаем, что этот праздник, он имеет федеральное значение, потому что был подписан соответствующий указ президента Российской Федерации. Уже было сказано, 24 июня 1920 года был подписан соответствующий документ, который провозгласил, что создается Чувашская автономная область. Мы все знаем, тогда объединили две территории, которые были в Симбирской и Казанской губернии, где локально проживали чувашская нация, ну и, конечно же, вместе с ними начали проживать на территории Чувашской автономии еще около 120 национальностей. И все эти 100 лет эти народы живут очень дружно, созидают и достигают различных успехов и побед. Мы все с вами знаем, что начиная с 1995 года этот праздник мы с вами празднуем как День Республики. И этот праздник, конечно, для нас он значим. Значим потому, что наш народ, начиная с первых дней начала автономии, пережил различные трудности. И это было продемонстрировано до этого в фильме очень даже красочно. Но, тем не менее, несколько моментов. Начало 20-х годов – это Голодомор. Более 13 тысяч наших земляков, к сожалению, тогда, скажем так, не выжили, не выдержали этого испытания. 30-е годы, когда была большая коллективизация, когда страна строила социализм, Чувашская республика уже удостоена была ордена Ленина. Годы войны. Более 208 тысяч наших земляков ушли на фронт. Было уже сказано, каждый второй не вернулся. Каждый четвертый получил ту или иную награду. 75 из них стали героями Советского Союза. И, конечно, мы их всех помним. Мы их чтим, гордимся и стараемся следовать тому пути, который они нам указали. Не менее большой вклад делали люди, которые были в тылу. Говорилось, много было заводов сюда эвакуировано, но около 170 тысяч человек ежедневно строили линию обороны, который был назван Сурский рубеж. И мы с вами знаем, что самая длинная длина окопов, Сурский рубеж проходил в разных регионах, было именно в Чувашской республике. И наши деды, прадеды самоотверженно трудились на этих объектах
И в короткие сроки создали очень мощную линию обороны, обеспечив в случае необходимости достойный, скажем так, отпор врагу. Но, слава богу, этого не случилось. Наша Красная Армия остановила врага намного раньше. После войны наша страна Чувашия вместе со всей страной очень бурно развивалась. И в республике возникли новые заводы. Это, конечно же, тракторный завод, это химпром, это хлопчатобумажный комбинат, это Элара, это Чебоксарская ГЭС и много-много других предприятий. И все это говорит о том, что чувашский народ, всегда отдавая в себя, шел в ногу со временем и делал свое дело достойно. Сейчас мы тоже стараемся с вами не отставать. Мы строим новые микрорайоны, строим новые школы, строим много социальных объектов. Их будет еще больше. Здесь, позвольте, перейти на чувашский, еще одно короткое выражение. Пурде перле, алдран алы дыдынзан, пурде перле, кардырза, перле хастарын эштузан, хутемле юварежеде, ебір шымылын пурныча кірсе бұрат бар. Если мы вместе возьмемся за руки, вместе объединим усилия перед трудностями, конечно же, эти трудности нам будут всегда по плечу. И мы всегда достигнем поставленные перед собой задачи. Хакылдашлен. Паяны брисиринбе, пулны иртнебе, мухтанза, манашланза, паянхи гунгба хавхаланза, ыранхи гуна хастарын бақса. Чувашия республикин автономия Шыржула халалана культура мероприятий зен марафоне ужил на дезе пальдереде. Дорогие друзья, сегодня, стоя здесь вместе с вами, испытывая чувство гордости за родную республику, чувство гордости за богатство истории и глубины наших традиций, объявляю марафон, посвященный празднованию столетия образования чувашской автономии, открытым. Спасибо большое. Мы начинаем церемонию награждения. Распоряжением главы Чувашской Республики за весомый вклад в социально-экономическое развитие Чувашской Республики, духовно-нравственное и патриотическое воспитание ее населения и иные заслуги перед Чувашской Республикой памятной медалью «Столетие образования Чувашской автономной области» награждены Кузьмина Вера Кузьминична, народная артистка СССР, почетный гражданин Чувашской Республики. Памятной медалью «Столетие образования Чувашской автономной области» награжден митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава, почетный гражданин Чувашской Республики. Памятной медалью «Столетие образования Чувашской автономной области» награжден Долгушин Иван Иванович, почетный гражданин города Чебоксары.
раз ваши аплодисменты, Чувашия. Слово предоставляется Высокопреосвященнейшему Варнаве, митрополиту Чебоксарскому и Чувашскому. Многоуважаемый Олег Алексеевич, дорогие братья и сестры, я сегодня удостоен награды, медалью столетия Чувашии. Спасибо вам большое, благодарю вас за эту награду. Награду мне Я 43,5 года здесь, в Чувашии, и Чувашию полюбил, и чувашский народ, чувашей. И уже я прижился здесь, и как все равно я чувашин уже, я русский. Правительство здесь меняется, а архиереев не меняют. И вот я 43 года и живу здесь. Ну, я полюбил Чувашию. Мне, правда, предлагали Нижний, Рязань. Я сказал, Чувашей полюбил и буду до смерти служить чувашам. Чувашский народ, чуваши трудолюбивый, добрый. И я поэтому так полюбил и уже здесь живу. Здесь Чувашия процветает, как говорится, строится все. Сколько возможно, люди трудятся на благо нашей Чувашии и на благо всей Родины России. Без России мы ничего, погибнем. Именно. А мы Россия, Чувашия и Россия. Так что будем трудиться, дорогие братья и сестры, все вместе. И не ошибемся. И Россия будет сильная, и никто не одолеет нас. Ну и, конечно, и не надо забывать и Бога. И Господь хранит нас, Господь Чуваши просвещенный, и почти все у нас верующие. 80% чувашей православных. А кто не православный, не надо образовать. Все перед Богом. И будем мы трудиться, почитать правительство Путина, Московского, и здесь также трудиться и помогать вместе. Если мы не будем вместе трудиться, значит, чего может правительство сделать? Именно вашими трудами всеми стараться для Чувашии. И чтобы Чувашия еще лучше процветала, еще лучше, что было. И вы будете еще лучше. Если... Желаю вам здоровья, главное, и мир, чтобы был у нас, между собой. И Божьей помощи вам, чтобы Господь вас всех хранил. А с Божьей помощью будет легко нам жить и трудиться во славу Божию. И желаю вам здоровья, самое главное, чтобы вы здоровы все были. Божьей помощи. Спасибо вам всем. Вы так что меня утешайте своими аплодисментами. Спасибо вам всем. Спасибо, владыка. Слово предоставляется Вере Кузьминичне Кузьминой. Здороветь ваш халыге. Среди путнете ырлых сывлых терей сунадып. Шут хвель яланах сыре ошатсададыр.
Жүлдетөр сире Байқал Батыр. Табақ сире бір искусствода айыратышан, театр айыратышан. Бір бұрде бір бек шыршынчы. Шалбада адыр пәлі келіштерсе бұрынар. Бірін-бе хирізер бар. Табақ сире бұрнеде. Слово предоставляется Ивану Ивановичу Долгушину. Дорогие участники марафона, посвященного столетию чувашской автономии, здесь, в этом зале, сегодня собрались практически лучшие люди Чувашии, которые начинают свой марафон по встрече столетия Чувашской Республики. Но мне бы хотелось сначала начать вот с чего. Наша троица, которая вышла сегодня, я среди них самый молодой. А в общем-то нам на троих 265 лет. И я хочу почествовать сначала великую женщину Чувашии, Веру Кузьминичну, сказать ей большое спасибо. А вот почему. Первый праздник у нас будет 9 мая, День Победы. А Вера Кузьминична награждена медалью за оборону Москвы. Вот с чего начинается Родина. Дорогие мои, я счастлив безмерно, что я стою на этой сцене, что я тоже русский. Приехал сюда, в Чувашию, в 1972 году строить завод промышленных тракторов. И я стою на этой сцене. И когда мы сегодня начинаем в этот марафон, мне хотелось бы обратиться к вам, потому что у чувашского народа есть хорошая мудрость. Один человек, который прошел, он оставляет след. А 100 человек, которые прошли, они оставляют дорогу. Поэтому хотелось бы, которые присутствуют все товарищи в зале, чтобы мы самые добрые, каждый из нас, внес личный вклад для того, чтобы наша Чувашия стала еще лучше. Чтобы кто-то учился отлично, кто-то окурки не бросал, кто-то не заезжал в родном городе на те тротуары и не мешал жить. Чтобы промышленность наша работала на благо простого народа. Олег Алексеевич, правильно здесь митрополит Варнава сказал, правительство меняется, идеи и вера в Бога остается. Дай Бог вашему правительству, чтобы вы все то, что накопилось за 90 лет и которое 99 лет, накопили ваши предшественники, вы взяли на вооружение, все, что плохое, отбросили. Чтобы на земле существовал мир, чтобы над нами всегда было голубое небо. Да здравствует Чувашская республика! Да здравствует Россия, которая объединила все народы Чувашии, живущие на ее земле. Дорогие мои, здоровья вам, счастья, благополучия, всего самого доброго. Берегите себя, берегите своих Нам еще жить. Россию никогда никому не победить, если есть такие люди, которые находятся в зале. Слава вам! Спасибо. Дорогие земляки, дорогие жители любимой Чувашии, звучит гимн Чувашской Республики.
благодарим наших почетных гостей и просим их занять свои почетные места в зрительном зале. Ну и, конечно же, мы поздравляем всех, кто находится сегодня здесь, в Ледовом дворце Чебоксары-Арена. Старт столетнему юбилею, столетию образования Чувашской автономной области, да. И мы еще раз поздравляем вас всех с этим, с праздником! Ну и, конечно же, какой праздник без танцев, какой праздник без песен. Именно так и привыкли мы здесь, в Чувашии. Самоотверженно трудиться и ярко и весело отдыхать. Дорогие земляки, дорогие жители нашей большой и прекрасной республики, мы продолжаем наш праздничный концерт и встречаем на этой сцене Алексея Московского и ансамбль народного танца «Илимби». С праздником! По району уходим потихонечку. Шеме гунгалек пушланже манге дет перебаян. Самана кушран тингере, волваштерее югере, юрамась пулмайван. Хош чухне пушра бархудаш, явана чердерле жугаш. Слабирен шутан джемер пуран мажук иге эмер шаван бада пербарне. Кирле маркюрен дерме, чавар семе бири менжек шугелзе юлзанда, енжек чунзембе пулар буян, шугелме йолдак укшан. Шавжалах параянош мазар ондалас чемалалах. Шабана каяйман хиреш пешинже пулас четивеш мухтав бачи заганчах. Нихы жанда анман замара телее дуктат пархама. Слабирен шуттан жемер пуран мажук иге эмер шаван бада парбарне. Кирле маркюрен дерме, чавар семе бири менжек шугелзе юлзанда, енжек чунзембе булар буян, шугелме йолдак укшан, 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 укшан. Анман замара телее дуктат пархама. Слабирен шуттан жемер пуран мажук иге эмер шаван бада парбарне. Кирле маркюрен дерме, чавар семе бири менжек шугелзе юлзанда, енжек чунзембе булар буян, шугелме йолдак укшан, укшан.
никогда не забудем мы это. И шагать будет, это наш долг. В честь героев 20 века, в День Победы, бессмертный полк! С фашизмом в годы Великой Отечественной войны боролись более 208 тысяч уроженцев Чувашии, из которых свыше 100 тысяч погибли. Около 54 тысяч человек из Чувашской ССР были награждены орденами и медалями. Из них 75 военнослужащих были удостоены звания Героя Советского Союза. В Чувашии 21 века все, от мала до велика, сохраняют память о той страшной войне и гордятся своими героическими предками. Слава народу-победителю! Ура! Слава героям Чувашии! Ура! Навстречу 75-летию Победы! Ура! Романтика строек, гудки заводские, боевой комсомол и любимый ВИА. Это наша судьба была, наша стихия, чувашская молодость. Ты навсегда! Я свежий ветер, огонь крылатый, и наше время на циферблатах. Пусть повезет нам в большом пути от равнодушия себя спасти. Радостный строй гитар, яростный строй отряд, словно степной пожар, песен костры горят. Радостный строй гитар, яростный строй отряд, словно степной пожар, песен костры горят. Чувашский ход наш неумолимый, и жажда счастья неутолима. Послевоенный план даем, всегда в работе, всегда подъем. Радостный строй гитар, яростный строй отряд, словно степной пожар, песен костры горят. Радостный строй гитар, яростный строй отряд, словно степной пожар, песен костры горят. Заводы строят Чебоксары, Цивильской Бреси и Варнары. Канаш, Козловка, Шумерля, все не теряют время зря. Мы сильные духом чувашской земли, мы смелые, смели и нас не смели. Радостный строй гитар, яростный строй отряд, словно степной пожар, песен костры горят. Радостный строй гитар, яростный строй отряд, словно степной пожар, песен костры горят. Растут повсюду большие стройки, как воздух нужен, характер стойкий.
всю силу тока. Здесь нет чудес, от Чебоксарской запустим ЭС. Радостный строй гитар, яростный строй отряд, словно степной пожар, песен костры горят. Радостный строй гитар, яростный строй отряд, словно степной пожар, песен костры горят, огни горят. В космосе первым был Юрий Гагарин, и третьим наш Сокол взлетел. Чувашский герой Андриан Николаев, а позже Монаров и дальше Бударин открыли вселенной предел. Слушайте команду. Ключ на старт. Есть ключ на старт. Зажигание. Есть зажигание. Подъем. Поехали! Мы хотели бы плыть над облаками, от туманов до северных сияний, пролетать большие города. Под крылом оставляя небоскребы, может это и сон, но ты попробуй верить в то, что сбудется мечта. Стихнет никогда. Бесконечен этот мир. Мечтай, мечту не отпускай, и каждый рассвет встречай как новый шанс. Это наш звездный час. Небо за нас. Мечтай, все сбудется, когда расправим мы два крыла. Одной любви будет небо за нас, небо за нас. Мечтай, все сбудется, когда расправим мы два крыла. Как новый шанс, это наш звездный час. Небо за нас. Наука для Чувашии, как воздух. Она прогресса двигатель всегда. Ученых светит имена, как звезды. Примером служат беззаветного труда. Наука словно чистое искусство, расчет и вдохновение. Вот секрет. Но главное — талант, шестое чувство, свое предвидение открытий и побед. В научных центрах, технопарках, школах жизнь молодой Чувашии бурлит. Идеи там роятся, словно пчелы. Кванториум для всех ребят. Магнит.
Ту-тарарам-тарам-там, ту-тарарам-тарам-там, ту-тарарам-тарам-там. Ту-тарарам-тарам-там, ту-тарарам-тарам-там, ту-тарарам-тарам-там. Роботы, хобби, цифровизация. В мире потоки, летят информации. Как сделать программу в любой тематике легче контрольной. По математике мы креативные и позитивные. Хотим, чтобы лето вернулось активно. Только все это пускай подождет. Кванториум завтра супер зачет. Я знаю точно, что не умру от скуки. И не скучаю здесь подруги и друзья. И день и ночь я грызу науку. Или наука грызет меня. О-о-о-о-о. Кванториум это для меня. О-о-о-о-о. Кванториум для меня. Ту-тарарам-тарам-там, ту-тарарам-тарам-там, ту-тарарам-тарам-там. Oh yeah! Время искусственных интеллектов, хай-тека, бигдаты и нанообъектов, крутых технологий, сплошной электроники и мощных девайсов. Мы их поклонники, конечно, мы знаем. Семья есть родители, край, где живем, мы и школьный учитель. Но время такое, пусть каждый поймет. Кванториум завтра супер зачет. Я знаю точно, что не умру от скуки. И не скучаю здесь подруги и друзья. И день и ночь я грызу науку. Или наука грызет меня. О-о-о-о-о. Кванториум это для меня. О-о-о-о-о. Кванториум для меня. Екатерины время просвещения, оно через века ростки дает. Искусством и культурой с восхищением в Чувашии гордится весь народ. Поэты, просветители, актеры, писатели, воятели, певцы, танцоры, музыканты, режиссеры, художники и зодчие, творцы. Их имена и лики величавы, а творчество и жизнь для нас пример. Их яркий пьедестал овеян славой, и новых ждет Чувашия премьер.
достойно вошли в историю большого спорта олимпийские чемпионы, мастера спорта и рекордсмены, уроженцы Чувашии: Валерий Ерды, Валериан Соколов, Майя Костина, Валентина Егорова, Валерий Львов, Алина Иванова, Валерий Лаптев, Олимпиада Иванова, Елена Николаева, Алексей Германов, Вера Соколова, Владимир Андреев, Алексей Соловьев. На территории республики работает более 4500 спортивных объектов. Действует более 70 спортивных федераций, которые посещают 35 тысяч детей. Ежегодно в Чувашии проводится более 400 соревнований и фестивалей. Впереди еще много побед и мировых спортивных событий, которые соберут спортсменов со всего мира на гостеприимной чувашской земле. Мы верим и мечтаем. Мы там, где нас так ждали, Где на семи ветрах один мотив в сердцах. Через тернии и прямо к звездам, выше даже так легко и просто. Мы начнем и только побеждаем. Если падаем, то вновь взлетаем. мы знаем, в чем правда. Ты наша команда, И она без тебя высоко не взлетит. Без тебя никогда не победит. Их нельзя измерить, и друзья, в которых стоит верить. Каждый важен, если на пределе, каждый первый в своем деле. Мы знаем, в чем правда. Ты наша команда, и она без тебя высоко не взлетит. Без тебя никогда не победит. Чуваши, еще раз с праздником! Со столетием образования Чувашской автономной области! Мы вместе! Давайте дружно, вместе с нами! Мы вместе! Мы вместе! С праздником Чувашию! Мы вместе!
1927 году совершилось формирование границ Чувашии, которое объединило 5 уездов. Однако еще почти полвека административно-территориальное устройство республики менялось несколько раз. Современная Чувашия закрепила свои границы только в 1966 году в составе 21 района и 5 городов со столицей Чебоксары. Все мы вместе представляем разную, уникальную, самобытную, нашу родную республику. Мы приветствуем Алатырский район. Алатырский уезд был образован в середине 16 века вокруг города-крепости Алатыря, став многонациональным центром. Уезд являлся пограничным краем и выполнял защитные функции русского государства. Алатырский район богат людьми-самородками, патриотами своего края. Здесь родина героя России, летчика-космонавта Николая Бударина, Михаила Акимова, одного из основоположников чувашской драматургии, заслуженной художницы Чувашии Раисы Терюкаловой, заслуженного артиста России и Чувашии Анатолия Любимова, заслуженного мастера спорта СССР Александра Кедярова. Мы приветствуем Аликовский район. Свою историю Аликовский район ведет от села Аликово, которое впервые было упомянуто в летописях 16 века и во все времена оставалось районным центром. В период Великой Отечественной войны около 2000 эвакуированных из Украины, Беларуси, Молдавии, Прибалтийских республик и других областей страны приняли у себя жители района. Гордится район своими знаменитыми земляками, автором слов гимна Чувашской республики Ильей Тукташом, основателем Чувашского музыкального театра Борисом Марковым, автором поэмы «Саламби» Александром Артемьевым. Мировую известность своей малой родиной принесли мастера спорта СССР, участники Олимпийских игр братья Семеновы, заслуженный тренер Михаил Кузнецов, воспитавший более 20 выдающихся спортсменов, среди которых участница Олимпийских летних игр Альбина Иванова. Вписали свои имена в историю республики и страны талантливые писатели Александр Галкин, Андреев Наум Ульхи, Никифор Васянга, Герасим Харлапьев, Максим Ястран. Мы встречаем Батыревский район. Постановлением Президиума в ЦИК от 5 сентября 1927 года был образован Большебатыревский район с центром в селе Большое Батырево. Первые упоминания о селениях района имеются в летописях 16 века. Дословный перевод названия Батырева – село богатырей, сильных духом и крепких телом людей. Основателем этих земель, согласно преданию, был герой-богатырь Батыр. Сила предков и стремление к победам позволили району достигнуть высоких результатов в производстве во время Великой Отечественной войны и собрать рекордные урожаи. Яркий след в культуре Чувашии и России оставили выдающиеся художники, музыканты и писатели, уроженцы района Геннадий Айги, Василий Давыдов Анатри, Алексей Кокель, Миши Юхма, Раиса Сарби, братья-писатели Петр и Василий Мета. Это родина известных спортсменов. Атал-атал, вогот юганшиве, куши вас и хлаще щелкусем, таваншер щакатала питтивещ, пурнощере спирень уроксем. Волга, Волга, времени река, в этих водах спрятаны истоки той земли, что нам так дорога. Жизни нашей ты даешь уроки. Всплеск волны, и будто бы на свет из глубин речных достанет невод сказок древних, мудрости завет, песни, что звучат в душе напевно. Тван жиршил, юратна пиреньень, сансасу кашничен черенче, самах юмах хуба савдар пире, щулгадар пурнеде щерчинче. Сказание о чувашских амазонках дошло до нас из глубины веков, что будто женщины здесь жили вольно, звонко
и не боялись ни варягов, ни волков. Звенела в них монетами кольчуга, и лодки были, словно корабли. И вот однажды поутру родная Волга живые земли вдруг открыла им вдали. Стрела вонзилась в берег плодородный, могучим дубом обернулась скорей, и домом место стало для народа, защитников земли, богатырей. Шыра халах ишлене, чываш йохе, чын-чынах шал, чун да юн. Тенчеревесем ялан топ вешне, виже ожилах, ырлах, юраду, таду. Народ в трудах жил щедрый и неспешный, чувашский род, природы плоть и кровь. И согревали мир их безмятежный три теплых солнца: мир, добро, любовь. Şeldeksim seni şişildi beri, şivesim vaskaşı daşta. Humezim paraşa должинче, kimezim çarnaşı vara. Аразим сиге шиширам херне, эшкербе уха шишеле. Тигизем пахаши сартарине, шинцене толадителек. Юмансем шавлаше, шиле сарчинче, патазем чарнаше, шакшер шинче. Эмек не бураше, варман варинче, шаршу не дупаше, эмеремере. Тарана, тарана, амалхиты мари, селемища городовар. Иракамал, ирекличен вар, кула бириня шубашкар. Эзечи чаплы, савана шубашкар. Эзечи хикри, савана шубашкар. Росла и ширилась чувашская земля, объединяя крепко села, города, хранила предков важные заветы, свой путь определяя на века. Исторические события 15 и 16 веков стали новым этапом в развитии Чувашского края. В 1551 году Чувашия вошла в состав российского государства. По указу царя Ивана Грозного стали строиться первые крупные города-крепости – Чебоксары, Алатырь, Цивильск, Ядрин, которые выполняли важное стратегическое значение и были пограничными форпостами. И родили деда Мария, спирине Шура Шубашкар. Хой-хой-хой-хой-хой-хой-хой, пириня Шубашкар. Хой-хой-хой-хой-хой-хой, чиревле Шубашкар. Савана Шубашкара, Шубашкар. Шубашкар. Савана Шубашкара, Шубашкар. Шубашкарам, Шура Шубашкар, Шубашкарам, Савана Шубашкар. По берегам крутым здесь города вставали, поднявшись стены крепостные, купола. Чувашскими умельцами во славу здесь звонкие лились колокола. Они звенели торжеством и силой, и плыл их звон в иные города, став чистым, светлым голосом России, связав народы вместе навсегда. Ребята, праздновать! И жили все в добрососедстве, с душою благородный был народ, и всех гостей с открытым сердцем радушно принимал чувашский род.
ебір мала, дух мала, бай жүмне дарзасында ебір мала, дух мала. Бек матур болат кезең, ешнеден білмелі, бек матур болат кезең, ешнеден білмелі. Таңдаш сенге дашна сезен, дашине де білмелі, таңдаш сенге дашна сезен, дашине де білмелі. Зинги зинги тобикау, тобикамар мурика, Мурикамар, мурикау, мурикамар, шурика, шурикамар чарика, чарикамар, парика, барикамар урика, мурикамар, ирика, ирика, ирика. Зинги зинги тобикау, бiri лажи хурадор, юртны жүпны сезінмеш, бiri лажи хурадор, юртны жүпны сезінмеш. Жон юратна сам не боршин замах не сезінмеш, жон юратна сам не боршин замах не сезінмеш. Ветра столетий мчались через будни, историй славных поднимали паруса. Какие имена, какие были судьбы, они всегда живут у нас в сердцах. Святитель Гурий первый храм построил и в дар Чувашии икону передал. Царь Петр I в Чебоксарах и Козловке с походом флотским на ночлеге отдыхал. Великая Екатерина благородно, проехав по чувашским городам, Гербы навек дарует именные, воздав народу по заслугам и трудам. проходят годы, столетия, рушатся границы, меняются устои, а имена настоящих граждан своего Отечества, творивших, горевших, отдавших на алтарь общества все свои силы, весь свой талант, навечно останутся на скрижалях истории. Могучий ход эпох сменял все лица. Да, помнят люди тех, кто за народ. И вот неумолимо время мчится. Шумит 20-й, революция, вперед! Под Варшавянку с кумачевым цветом мы строй держали. Цель была ясна. Долой царизм, вся власть советом. Повсюду шла гражданская война. Брат шел на брата, белые на красных, пылал огнем и наш Чувашский край. И впереди всегда было где опасно герой народа, командир Чапай. И Сеспель Михаил, певец свободы, чувашей всех стихом объединял. Он был как солнце, как трибун народа, и к возрождению края призывал.
вране, та пране кварка и кла. Щук-щук тигень улдаланя, камщук-деть унчуня чела. Унченьга Айванбек Шерживом, унченьга чуваш уехалать. Андив, тем был занда волвейлом, баян черельзет росла. Черем, сик хаюлом, хавасом, хаюлах юрри кевеле. Чуваш черельнине курмалазан, онатель был за ильмелле. Ураб, череле, чуваш яже, ташта осладили соспа. Юратно Шерживан хаваче, чазрах варанашен табать. Хастарла, хыдудом лапулар, Шерживан хастар аджизем. Вуд кайыклан вечер, ан юлар кунжул утынжень. В июне 1920 года председателем Совнаркома Владимиром Лениным было подписано постановление об образовании автономной Чувашской области как части Российской Социалистической Федеративной Советской Республики. Гремел повсюду марш энтузиастов. Успех в работе требовал стиха. И лучшим передовикам прекрасным Москва дарила мир ВДНХ. А 19-го, солнечным июнем, Чувашский павильон открыл здесь вход. Все танцевало и смеялось, и кружило. Год был обычный, 41-й год. Я не буду, по какой не пройду я траве, другая
никогда не забуду, если с ним подружился в Москве. Друга я никогда не забуду, если с ним подружился в Москве. Не забыть мне очей твоих ясных и простых твоих ласковых слов. Не забыть мне московских прекрасных площадей, переулков, мостов. Скоро встанет разлука меж нами, зазвенит колокольчик прощай. За горами, лесами, полями ты хоть в песне меня вспоминай. И в какой стороне я не буду, по какой не пройду я траве, друга я никогда не забуду, если с ним подружился в Москве. Друга я никогда не забуду, если с ним подружился в Москве. Война, ты болью в каждом сердце отразилась, ты в каждый дом наш горе принесла. В Чувашии на сборный пункт явились мужчины все, им не было числа. А женщины, подростки, те остались трудиться на заводах до зари. Они как будто были все из стали, росточка малого, но богатыри. В первые месяцы войны из западных и центральных регионов СССР в разные города Чувашии и прежде всего в Чебоксары, Вурнары, Канаш, Мариинский Посад было перебазировано более 20 промышленных предприятий. Многие цеха уже действующих заводов были перепрофилированы под выпуск военной продукции для фронта. Важнейшей стройкой в Чувашии стал завод номер 320, будущее производственное объединение имени Чапаева, который уже в ноябре 1941 года дал первую партию снарядов. В январе 1942 года на проектную мощность вышел электроаппаратный завод, ставший флагманом в производстве различных электроаппаратов и узлов для авиационной и танковой промышленности. В Чебоксарах было развернуто 3 эвакогоспиталя, где после лечения бойцы вновь отправлялись на фронт. Также в Чебоксары были эвакуированы десятки детей блокадного Ленинграда. На всенародно собранные средства был построен бронепоезд «Комсомол Чувашии». На средства рабочих Канашского вагоноремонтного завода был выпущен бронепоезд «За Родину», Чебоксарского электроаппаратного завода, эскадрильи боевых самолетов «Красная Чувашия» и «Комсомолец Чувашии». В Чувашии проходило формирование 139-й и 324-й стрелковых дивизий. Личный состав 139-й дивизии на 70% состоял из Чувашии. Легендарная 139-я начала свой путь под Оржевом, а закончила в Берлинской операции на Эльбе. Их беспримерный подвиг навсегда сохранится в наших сердцах. Дымилась роща под горою, и вместе с ней горел закат. Нас оставалось только 3 из 18 ребят. Как много их, друзей хороших, лежать осталось в темноте. У незнакомого поселка на безымянной высоте. У незнакомого поселка на безымянной высоте. Дивизия 139, стрелковая чувашская,
ваш подвиг в песнях не изменить. И долю вашу тяжкую мы не забудем, не забудем. Поселки те, где пали вы, Решетникова, Подмосковье, Зубцов то место, что в Твери. Над вашей памятью святою звезда победная горит. Чувашия всегда будет помнить своих героев и матерей, которые их вырастили и воспитали. Аджамарзем, Чувашхалахем она, а не Хюделевже, а не Кебеде зечнеть. Чуваши деме савнаш рада, хуйгазуй града маначензе галать. Дети мои, чувашский народ называет меня мать-покровительница. Много горя принес фашизм. Нет ни одной семьи в нашей стране, которая не потеряла бы в этой войне своих близких. У меня война забрала самое дорогое, моих сыновей и дочерей. Но время лечит. Войну хочется забыть. Трудно жить с такой измученной душой. И сегодня я призываю свой народ простить причиненное ему зло. Но память пусть живет в вас. Она соединяет прошлое и будущее. С вами всегда ваша мать-покровительница. Эбе сиреньбе яланах, сирень Аннер Хюделевща, Аннер Кебе.